Концерт на знаменитую артистку, что шла со сцены в славе и цветах, смотрела робко девушка-хористка с безмолвным восхищением в глазах. Актриса ей казалась неземною, с ее походкой, голосом, лицом, не человеком, высшим божеством, на землю к людям, посланным судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримеров, и шлейф оваций гулкий, как прибой, незримо волочила за собой. И девушка вздохнула. В самом деле, какое счастье так блистать и петь, прожить вот так хотя бы 2 недели, и, кажется, не жаль умереть. А божество в тот вечный поздний вечер в большой квартире с бронзой и коврами сидела у трюмо, сутуля плечи, и, глядя вдаль усталыми глазами, от шпили в косу в ящик положила, сняла румянец ватой не спеша, помаду стерла, серьги отцепила и грустно улыбнулась. Хороша. Куда девались искорки во взоре, поблекший рот и ниточки седин? И это все, как строчки в приговоре, подчеркнуто бороздками морщин. Да, ей даны восторги, крики бис, цветы, статьи, любимая артистка. Но вспомнилась вдруг девушка-хористка, что встретилась ей в сумраке кулис. Вся тоненькая, стройная такая, 2 ямки на пылающих щеках, 2 пламени в восторженных глазах, и как весенний ветер молодая, наивная. А как она смотрела, завидуя, уж это ли секрет, в свои 17 или 20 лет, не зная даже, чем сама владела. Ведь ей дано по лестнице сейчас сбежать стрелою в сарафане ярком, увидеть свет таких же юных глаз и вместе мчаться по дорожкам парка. Ведь ей дано открыть миллион чудес, в бассейн метнуться бронзовой ракетой, дано краснеть от первого букета, читать стихи с любимым до рассвета, смеясь, бежать под ливнем через лес. Она к окну устало подошла, прислушалась к журчанию капели. За то, чтоб так прожить хоть 2 недели, она бы все, не дрогнув, отдала.